Уважаемые казахстанцы, общественность города Алматы, Нур-Султан, мне справиться с этим беспределом, который сейчас происходит в отношении меня с Адвокасовой Елены. Как вы помните, я рассказывала о беспределе рынка Кинжихан. В ТикТок выпускала видео, что творится на Кинжихане. Они меня опечатали, оставили без средств к существованию. На данный момент у нас был вчера суд онлайн, но я ходатайствовала письменно, чтобы он был офлайн, так как я не понимаю, что такое онлайн. На процессе участвовал судья Айткулов. Имя, к сожалению, не знаю. Также представитель рынка Кинжихан Жассулан. Имя, фамилию тоже не знаю. Также участвовал корреспондент новостей, купленный ихний. Они это подтвердили тем самым, то, что выложили ее. Она участвовала на процессе. Но наш правозащитник Асет Абенов, его не допустили к процессу, хотя ходатайство было тоже передано Алатаускому суду районному. Это тоже во внимание не учли. Я прошу сделать и помочь мне, чтобы был отвод Айткулову, судье, так как он принял решение оставить меня без дохода. То, что Розенберг Елена попросила директор базара опечатать мой контейнер, так как я мешала ихним правонарушениям, меня опечатали. В час дня пришла смс-ка, что придет судебный исполнитель. В 4 часа пришли и опечатали меня. Я 10 июня взяла кредит. 10 июня купила контейнер у нынешней администрации. Заплатила шапку. Мне не дали чека. Видео доказательства у меня имеется. А также я ходила к ним. Пожалуйста, возьмите аренду. С меня аренду не брали. Только лишь директор базара сказал, что так же, как мы решили ТО Кинжихан выкинуть вас с базара. Где справедливость? Я обращаю, уважаемый президент, помочь мне, так как по новостям везде слышу, что вы новый Казахстан, что вы за справедливость, что вы за народ. Где вы? Почему в отношении меня ни один госорган мне не помог? Мне не помог ни Алатауский акимат, ни Генеральная прокуратура. Также я писала заявление на одиночный пикет. Меня везде отказывают высказать свое мнение, чтобы меня народ увидел и поддержал. Понимаете, я на грани срыва. Все, у меня нету денег даже сегодня купить хлеба. Своего ребенка я не собрала 1 сентября в школу, как все сделали это. Мой ребенок пошел в новый класс в старой форме. Также я, смотрите, писала заявление в департамент экономических расследований, коллективно 320 подписей. Также я писала в городскую прокуратуру, в генеральную, в акимат Алатауского, в городского района. Уважаемый президент, смотрите, я писала лично, отправляла с почты заказными письмами 2 письма от торговцев рынка Кинжихан. Генеральная прокуратура тоже прикладывались подписи. Но нам никто не помог. Теперь хотят меня убрать с базара и просто доказать людям, что если вы не будете платить, не будете подчиняться, не будете перекупать свои контейнера из жалюзи, что их также выкинут, как меня. Я иду образцом. И акимат, и районный суд их поддерживает. Я считаю, что судья Айткулов ко мне пренебрежно относится, так как он постановил моментальному закрытию моего контейнера. Понимаете, я не знаю, я предупреждаю вас, уважаемый президент, если вы мне не поможете, я покончу жизнь самоубийством. И я подожгу себя около Алатауского РУВД. Потому что я не вижу больше защиты и справедливости. Чему мы учим детей? Правде и справедливости ее нету. Давайте учить тогда наших детей, чтобы они были хитрыми. Везде вот так как-то, понимаете? Потому что если они будут жить правильно, им не выжить в таком мире. Новый Казахстан, где вы, люди, общественность, я умоляю вас, максимально сделайте репост. Пусть меня увидят все, помогите мне.
в этом беспределе, потому что больше никак. Честно, я покончу жизнь самоубийством. Мне нечего кушать, мне нечего кредит платить. Все. Что мне делать? Пойти в переход? Просить милостыню? Куда бы я ни обращалась, мне везде отказ. А также вот эта журналистка Алехина Александра, которого принимала участие за рынок Кинджихан, она выпустила про меня статью, она оболгала меня. Весь репортаж с Алехиной, у меня есть аудиозапись, доказываем, что я таких слов не говорила. Здесь заденуто мое честь и достоинство. А также я хочу спросить у государственных органов, выпущена моя личная информация, которая находится только в сервисах МВД. Прошу разобраться, найти того человека, кто выдал обо мне такие сведения. Понимаете, или что у нас МВД, это проходной двор? Я не смогла про себя вытащить ту информацию, которая опубликована, которая в смс-ках мне скинула Алехина. Я умоляю вас помочь мне и разобраться в этом беспределе. Елена, скажите, пожалуйста, как звали судью, который вас так осудила? Айткулов Даурен. Он принял такое решение о закрытии немедленного опечатания доступа на Кинджихан. Понимаете? Сейчас выходит ваш контейнер уже под их руководство, да? Да. Частные судебные исполнители пришли и опечатали, хотя я написала на мужа доверенность, если запрещают мне пользоваться контейнером 26-м, который находится на 10-м ряду, то я написала письменную доверенность Садвакасову Руслану, чтобы он хотя бы торговал. Но мне отказали, мне нагло нас чуть ли не выкинули с рынка, понимаете, опечатали, пришли 6 человек, 7 человек охраны, судебный исполнитель сам возмущался, кричал охране: давайте, закрывайте, опечатывайте, выкидывайте, пихал меня. Так со мной поступили. На сегодняшний день доступ закрыт на рынок. Доступ закрыт уже месяц, я сижу дома. Я бы, вот честно, я уже не знаю, в какие бы я инстанции не писала, куда бы я ни обращалась, нет нигде помощи. Единственная надежда на вас, уважаемые казахстанцы. Помогите мне, пожалуйста, максимальным репостом, чтобы мое видео увидело правительство, чтобы уважаемый президент, если он говорит, что Новый Казахстан, пусть он заступится за нас, потому что сейчас торговцы напуганы. Им они сделали пример, что выгнали меня и сказали: так будет с каждым, как с Садвакасовой Еленой. Либо вы платите, перепокупаете свое имущество, либо берите свои контейнера и валите с базара. Вот так сказал Ким Сергей Георгиевич. Только я захожу в рынок, сразу ко мне пристраивается охрана. Я за тетрадками пошла, сразу ко мне приставили охрану. Я что, мошенница? Я что, убийца? Я что, карманница? Почему ко мне такое отношение? Неужели я теперь не вправе ходить на базар? Ну это что за беспредел? Вот администрация президента ответила вам на ваше письмо? Мы писали дважды. Администрация президента отписалась нам. Просто передали другим. Также имеется видео. Мы ходили с правозащитником народа, зовут его Осет, ходили в отдел предпринимателей. Также я там плакала и просила помощи. Мы, продавцы рынка Кинджихан, нас 1500 народу. Помогите нам. На что нам сказали? Это частная собственность. Мы ничего не можем сделать. Также я вызывала сотрудников. Я вся покрылась пятнами на нервной почве. Сказала, что все у меня просто нервный срыв. На что сотрудники милиции мне тоже сказали: Елена, вам не помогает прокуратура, вам не помогает Алатауский акимат, вам не помогают кураторы, которые контролируют этот рынок Кинджихан. Мы, простые участковые, вам помочь не можем. Мы хотим, но мы не можем. Уважаемый президент, еще раз я вас прошу, помогите мне, пожалуйста, помогите. Честное слово, я уже все, у меня нету средств к существованию. Я не знаю, что делать, как я буду закрывать кредит. Мне только останется покончить жизнь самоубийством, публично поджечь себя, потому что я другого выхода не вижу. Вы сейчас поедете? Специалист из торгового я сразу. Пожалуйста, Я вас очень прошу. Вы же знаете меня. Салам алейкум.
бола ма сұрақ? Кім болды сіз сосын? Ұйымдастыру бөлімінен есімі Жайратхан Батыр. Негізінде қазір әкімшіліктен әкім бар ма еді? Әкім қазір мен білмедім, мен қазір сырттан келатқан кезде я выезддан крикнула. келатқан. Вы просто, Лен, вы же знаете, Да. какой у меня Пригласите куратор. сюда, пожалуйста. Сейчас вот чуть-чуть, давайте в фронт офису подойдем. Я специалист спущусь, который по компетенции вам с торгового отдела специалист спустится, потом дадут консультацию и если Мне правда, нужно, клянусь по мне, чуть-чуть. кушать не буду. я понимаю, пойдемте, давайте. Пожалуйста, честно. Куда бы я не обращалась, денег, да. Я у них купила, представляете, у них купила. Смотрите, вот такой вопрос. Рынок Кинжихан в июне, начало июня случился настоящее рейдерство на базаре. Людей начали душить. Сменилась администрация, Да, сменились учредители, да. У меня есть законный договор, который подписали мы 20 этого года, 5 января. Мы подписали этот договор. С прежними руководителями. Да, с бывшими. Да. Да. Теперь пришли эти. Мы даже их не знали, кто они, как. Быстренько меняют договор, 5 листов. Если раньше у нас договор был на листе, сейчас без листов договор. И там в договоре чуть ли мы к ним на работу не устраиваемся. Понимаете? Это раз. Во-вторых, 2 дня не вышел, опечатали штраф 3, начали бесштрафовать весь народ. Потом, раньше у бывшего руководства мы покупали контейнера без документов. Ну, мы верили, мы думали, всю жизнь будут Назарбаевы править. Они пообещаны это, мы верили им. Нас не напрягали они, мы при них жили очень хорошо, работали, дружили. Понимаете, пришла новая администрация, защемила народ во всех правах. Мы, Биары рынок, поднялись, сказали, на каких основаниях вы нам меняете договор. Покажите тогда, что этот недействительный. Разберши, что нынешний договор недействительный, а теперь наш договор подписываете. Правильно же? По закону. Ладно, мы наняли юриста, 200 тысяч собрали с базара, заплатили юристу, он написал нам протокол разногласий. Вызвали мы службу, им передали, но ответа мы не услышали. Потом я Азамату, нашему Акиму, отчество забыла, извиняюсь, да, написала видео. Помогите, видео отправляла, помогите. Он пришел на базар. Поговорил с руководством, но к народу не вышел. Понимаете? А когда Азамат ушел, Аким, и Кинжихан сказал, давай, где это с адвокатом? Давай ее, бля. Она жаловалась, давай. И меня начали трамбовать. Потом они мне сказали, давай, покупай у нас техпаспорт. $6. Я говорю, я же у вас контейнер купила. Мой супруг с адвокатов Руслан 10 июня взял кредит в Каспий банк. С Айнабулака до базара дошли, сразу купила я контейнер Ашабердом. Все, купля-продажа как есть. Нет, покупай техпаспорт, $6. Еще шапку я Бердом 60 тысяч. Ни чек, ничего не дали. Потом я начала возмущаться. Люди стали дальше возмущаться. Написали Генеральную прокуратуру. Написали президенту 2 письма. Написали акимату города Алматы. Понимаете? Всем написали. Нету отписки. Потом мы собираемся и на митинг пишем. Бумажки есть, в машине все документы есть. Я вам надо, сейчас принесу. На каждый есть ответ. Мы сейчас пришли в районное акимат. Да. Районное акимат, то есть если вы писали город акимат, городской акимат является единственным. А что толку сюда писать, уважаемый? Азамату лично на сотку. У него исчезновеющие сообщения. Смотрите, я главный специалист Азамата. Ну, неужели вы не слышали? Нет, мы с этой ситуацией знакомы. Да. Когда прежнее руководство, то есть они продали рынок, новое руководство пришло, они делали перезаключение. Как они продали, если у них купля-продажа от 2009 основана? В 2009
году они по Абишевна Назарбаевна. Не входит Вот. да? Их, то есть, А никого не входит, эти уважаемые. гражданско-правовые отношения мы не имеем права вмешиваться. Ладно, Мы слышали, вот. что у них вот ТО Митра, да, вот компания поменялась, Мгм. что новое руководство, что Хорошо. они перезаключают договора. Мгм. А на каком основании? Потом, подожди, сейчас я расскажу. Потом, когда вот люди собрались, были недовольны то есть аппарат Акима Латовского района, с прокуратурой, люди, наше руководство приехали, и ваши юристы были, они, то есть пересмотрели Уважаемые, текстовку. я просто не буду... Вот это буквально было вчера. Послушайте, уважаемые, что происходит на Кинджихане. Вот вчера мне... Сейчас начальник отдела, он вообще на место выезжал, да, Да. они вместе выезжали, этот договор, текст договора корректировали. Сейчас, насколько нам известно, у них же где-то 2000 там торговцев, где-то 1200 или 1300 уже подписали. Знаете почему? Потому что... Причину я не Да, знаю, вот просто теперь мы смотрите, особую причина информацию это я, пацаны. Они сказали вот так вот. Ее, даже директор, аудиозапись есть, тоже сказал: Зульфия, если ты заявление не заберешь на митинг, мы 340 человек хотели выйти, писали. Если ты не заберешь, администрация ТО Кинджихан решила выкинуть с Адвокасову, и ты пойдешь за ней следом, понимаете? Их запугали, им пришлось подписать. У всех кредиты, кушать каждый день. Я 1,5 месяца не работаю. Мне кушать нечего, я из-за этого пришла. Я не знаю, что мне делать. Вообще я хотела себя здесь поджечь. Мне еле как муж уговорил. Я не знаю, чем кредит платить. Почему судья Тукулов тоже, Айткулов вынес такое решение в одинарном порядке. Только они исподали, что мой... Они на меня. Нет, вот именно. Они на меня подали в суд. Якобы мой контейнер стоит незаконно. Я аренду не плачу. Минде видеобар. Аренду хожу, пацаны. Возьмите. Алмаем аренду. Видео доказательств есть. Ладно. Как незаконно стоит? Я у вас же купила. 22 год, 10 июня. Вы мне продали. Вы за 60 тысяч... Я вам шапку дала. Где чек? Где ваша прозрачность? Вы говорите, перед государством мы прозрачны, выведем вас. Где вы выводите? По 400 тысяч в карман ложат, за куплю-продажу берут. Где такие цены? Вы понимаете? Вот вы запись слышали. Люди боятся. Я иду как пример. И они, потому что я снимаю все их правонарушения, как они, опашек, пожилую бабушку, как можно 10 тысяч ее штрафануть? У меня тоже видео есть, она чуть не плачет, мы боимся, нас выгонят с работы, платим. Я говорю: Татешка, неужели мы дожили? Неужели нету у нас в наших государственных органах порядочных людей? У тебя, у вас мама есть, у вас мама есть, у каждого. Если мы будем позволять творить над ними такой беспредел, зачем мы тогда живем? По-честному. Для чего мы родились тогда? Как дети наши будут жить в этом бардаке? Теперь, ладно, иск подали. Потом бах, Айткулов выносит. Немедленно опечатать контейнер, выгнать с базара, закрыть доступ. Теперь я, когда на базар пришла за тетрадками сыну в школу, сразу охрана со мной пошла. Почему? Я что, вор, рецидивист? Людям не дают. Сказали: будете с ней разговаривать, собирай вещи, контейнер, вали с нашего базара. Это наша собственность, наша земля, и мы здесь правила делаем. Все, частная собственность. А что нам делать предпринимателям? Что нам делать? Кому нам обращаться? В Атамикен еще, честно, нет. Я уже не знаю, мне на дорогу нету. Я не знаю, мне кушать нету, пацаны. Сейчас мы не можем никакое решение принять. Я не могу лично вам сказать: давайте сейчас. Сейчас давайте мы лучше руководству. Помогите, что правда восторжествовала. Нет, да. Если беззаконие это. Если нужно будет, может, какой-то, то есть, трехстороннюю встречу организуем, то есть между вами, прокуратурой, руководством нашим и... Знаете, какие подлые, подлые. Мое удостоверение личности, ксерокопия, есть только в администрации рынка Кинджихан. Я ксерок сделала с куплей-продажей для архива. И у корреспондента Алехиной. Они... У нас что, МВД может выдать? Я говорю: что есть там? Личная информация только в сервисах МВД лежит.
Ее вытащили, 98-й год, и в Facebook везде отправили. Разве МВД у нас проходной двор? Я пошла в ЦОН с удостоверением. Мне такую информацию не дали. Какой милиционер выдал мою информацию? Я пишу заявление туда-туда. Никто ничего не принимает дело. Мой позор здесь, честь, достоинство мое. Я жить не хочу. У меня муж казах. Понимаете, какой позор будет, если узнают все? Я повешаюсь или подожгу себя. Потому что зачем мне жить мне? На весь Казахстан опозорил. Почему? Кто разрешил эту информацию вытащить? Тоже не отреагирует. Какой сотрудник берді менің информация? Сіз юристсіз ғой, а? Вы юрист же? Ну, пошли. Онда Барлық жерде заң бұзушылық болады. жоқ, заң бұзушылық Берді, жақсы болсаңшы, берді юрист болсаңыз, Я бұл неге оны жаңағы о распространении персональных данных, Иә. заявление не пишет? Бар менде жа. Нету айтып жатырмын ғой, барлық санада өз шешім дұрыс шықпайды. Енді сіз қазір сіз районный акиматқа келіп тұрсыз. Біз бұл сатыда, мысалы, районный акимат, өз әр мемлекеттік органның, прокуратура болсын, және МВД болсын, өзінің құзырлы бар, құзыры. Біздің, мысалы, құзыр определенный, сіз айтып отырсыз, мы сейчас договора подписали, мы эти договора не регистрируем. Я не подписал. Нет, ну, то есть, Ну да. вы говорите, что мы якобы, да, там, не Тогда посмотрели, мы не имеем права Тогда вмешиваться в подскажите это. мне. Мне сейчас что сделать? Подскажите, у меня нету кушать, мне нечем кредит. У меня ребенок кушает, ездит, у меня на дорогу нету. Как мне жить, уважаемый? Подскажите. Подскажите, вот как мне жить? Не знаю, что это. Да у меня... Я не знаю, я до завтра, до суда следующего вообще доживу. У меня реально кушать нет. У меня нету родителей, кто мне поможет. Я сирота. Я не знаю, к кому обратиться. В пешеход пойти, что ли, сесть? Или к вам милостью не просить? Я изначально Акима просила. Нет, я не уже у меня нервный срыв, понимаете? Я вообще хотела походить, я обелить себя бензина. А зачем мне жить? Если меня с МВД... Такими действиями только сделаете. Ну и что? Зато меня увидит весь Казахстан и поймет, что нет справедливости. Зачем мы детей учим? Справедливости. Какой справедливости? Ее нету. Если они По будут... договору что не устраивало? Пацаны, все там договор ужасный. Я вам могу дать экземпляр. 1400 человек подписали. Я образец. Они сказали, у всех есть кредиты. Все мы еле выживаем. Сейчас тяжело же, сами знаете, продукты. Авторынок, запчасти. Да, в середине ряда я стою. Я в инициативной группе состою. Понимаете? Они вот меня сделали образцом. Там был активный такой тоже активный. Асия. Нет, не Асия, а мужчина русский. Александр. Александр. Он, знаете, вот Он так и тоже сказал. вроде Он подписал. Знаете почему? Потому что если его сейчас закроют так же, как меня, бизнес, все, я потеряла бизнес, я потеряла клиентов своих. Я вот сейчас за это время я всех потеряла. А он оптовик, как он может? У него сестра в России при смерти лежит, кормить надо, деньги отсылать. Каждый день бензин. Ну, сами это мелочь, что же в магазин пойдешь? 10 тысяч это не деньги. Люди посмотрели, как со мной поступили. И все, им пришлось встать на колени и подписать. Потому что акимат не помог, прокуратура не помогла, РУВД не помогло. Куда мы не обращались, нам никто не помог. Только может, где-то там разъяснить. Бордюры может строить акимат, это я точно знаю. Потому что это есть. А наша... Есть бюджетные программы. Бюджетная, а вы знаете в Мадинете, где подземка? Вы знаете? В Арыке находится. В Арыке подземка. Ни одного знака Кушары, вы знаете? А бордюры строятся. Где справедливость? Все мы знаем, что там говорить. Подождите, нет, это Ватабока не надо судить. Ну. А сейчас мы можем, акимат как изначально организовал круглый стол, экстренно все обсудили. Навстречу администрация пошла,
например, да? Кому? То есть, где какие-то разногласия были, вы же тоже, то есть, это активная группа Жанна с этим же была. с Ничего юристами. не было. Как вы не поймете? Как Круглый... изначально же Смотрите, договор же- круглый стол был у вас в Акимате? Круглый стол был? Это второй раз. Первый раз, когда было на территории. Никого из Кинжихана, представителя от народа, не было. Вы между собой собрались, поговорили, Азамату, возможно, Акиму сказали, все, мы решим. Ну, заму, мы решим. А после его ухода сразу меня начали прессовать. Вот что было. Вот что было. Я опять писала, умоляю вас, помогите мне, пожалуйста. Мясо, вот у кого просить помощи. А сейчас я пришла от нужды. Мне действительно кушать нет. Клянусь вот Аллахом, у меня ни копейки нету. И еще кредит сейчас мужу скажем. Представляете, что делать? Кому идти? У кого просить помощи? Представьте, вот сейчас у меня на 10 миллионов товар примерно лежит опечатано уже месяц. Доступ к контейнеру нет. Ну это же вы все в суде можете доказать. То есть, если причинен, то есть, ущерб на доходность, да, какой-то, на потерю дохода, вы же можете это в суде доказать и судить у Кинжихана. Потому что судья принял такое решение. Есть, нет, почему? Есть же городской суд, есть же Ну верховный. это же время мне на что жить, пацаны. Я умру с голоду просто. Мне сейчас законом так нету. закреплено. Нам что сделать? Нам что, пойти к Кинжихану сказать? Вы, нет, откройте Откройте, они, сделайте договор. вот, есть номер Они нам телефона. скажут, они на нас потом напишут. Послушайте, пожалуйста. Рынок Кинжихан может частный суд на меня опечатал. И он сказал, если Кинжихан позовет меня и скажет, откройте, я открою. А сама, если вы откроете, все, у вас статья. Вот поговорите А как вы тогда. откроете? Поговорите с ТО Кинжихан, с Кимом Сергеем Геннадьевичем или с Розенберг Еленой, чтобы они открыли, разрешили мне до приговора пользоваться, чтобы я не умерла с голоду. Вот я о чем прошу вас помощи. Давайте так сделаем. Что, я не могу вам этого обещать, этот парень тоже не может. Я понимаю. Наши, так скажем, возможности этого не позволят. Сейчас руководство придет, мы своему начальнику доложимся. Дальше уже по спеке, вот, то есть зам. Я просто вас... В течение завтра, да, если какое-то решение будет, то может быть. Я пришла просто вас предупредить, что я действительно, честно, настроена. У меня выбора нет, пацаны, меня со всех сторон. Куда бы я ни обращалась, все вот так говорят, как вы. У меня я не могу, я уже, как к людям к вам пришла, не как к сотрудникам, просто по-человечески. По-человечески, да, вы сейчас видите, мы же, как же считаемся, то есть, мы ходили. Госоргана. Да. Есть. Сейчас вы говорите, закона нету, который защищает людей. Закона нету, который защищает государство. Сейчас мы, если такое действие сделаем, да, например, скажем, переговорите, потратим на нас, не дай бог, жалобы на это превышение должно. Завтра, когда нас будут привлекать к этой ответственности, извините меня, это лоббирование интересов ваших личных. И за это никто не ответит. И вы тоже не ответите. Завтра судом придется нам за это отвечать. Поэтому законом это так не закреплено. Это гражданское правовое. Только судом, только временем вы это выиграете. Хорошо. Вас ущерб причиненный, то есть потерю дохода вы можете. Хорошо. У меня нету мамы, хорошо, у меня нету папы. Помогите мне. Я пришла к Акиму, пусть тогда мне продуктами поможет. Что-нибудь сделает, не даст. Еще другой вот, видите, а как другое? Туда записывайтесь. Пока я запишусь, пока очередь, я уже сдохну вон там. Все, я поняла, уважаемые. Елена, все. Мы ничего. Сейчас давайте так сделаем. Это бесполезно, что я к вам пришла. Доложимся, скажем, чтобы как было правильно вашу ситуацию. Наверное, Аким, то есть... Он знает, конечно.